эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что некий 25-летний безработный гражданин приобрел сим-карту с номером, ранее принадлежавшей заявительнице. Мужчине на телефон стали поступать СМС о движении денежных средств на счете банковской карты. Соблазн воспользоваться чужими деньгами оказался очень велик. И мужчина через мобильный банк перевел на свой счет 7 тысяч рублей. На момент его задержания деньги он уже успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С гораздо более крупной суммой расстался мужчина, ставший очередной жертвой мобильных мошенников. На этот раз жертвой преступника стал 61-летний мужчина. В полиции потерпевший рассказал, что на его телефон поступил звонок от неизвестного абонента. Звонивший представился сотрудником безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестные производят подозрительные операции с его банковской картой. Лжесотрудник банка убедил мужчину снять остаток денежных средств и зачислить их на специальный банковский счет. Реквизиты счета он сообщил потерпевшему в ходе разговора. Якобы только так он сможет сохранить свои деньги. Поверив мошеннику, пожилой мужчина испугался риска несанкционированного доступа к денежным средствам и перевел через банкомат более 250 тысяч рублей. Получив деньги, лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что его обманули мобильные аферисты. Очередной семейный скандал завершился возбуждением уголовного дела. В полицию Нерюнгри обратилась женщина, которая сообщила, что ее супруг угрожает ей физической расправой. Стражи порядка установили, что в день происшествия супружеская пара проводила время за распитием алкогольных напитков. Во время застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. Отстаивая свою точку зрения, мужчина ударил свою жену, после чего начал угрожать ей убийством. На мужа 63-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В Нанском районе перед судом предстанет первый заместитель главы района, которого обвиняют во взяточничестве. Также на скамью подсудимых сядет водитель, который выступал в качестве посредника при передаче взятки. В декабре 2017 года между администрацией Арбынский наслег в лице обвиняемого, который на тот момент являлся главой наслега, и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на строительство монумента в сквере Победы на сумму около 1 миллиона 312 тысяч рублей. На расчетный счет предприятия в декабре 2017 года и 2018 году были перечислены денежные средства по муниципальному контракту. После поступления денег обвиняемый, который к тому времени уже занимал должность заместителя главы района, предложил руководителю коммерческого предприятия свое покровительство за вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Первый заместитель главы района указал, что денежные средства необходимо перечислить на расчетный счет водителя, который являлся посредником при передаче взятки. Руководитель коммерческого предприятия, не желая портить деловые отношения с первым заместителем главы района и будучи уверенным в его покровительстве коммерческим интересам возглавляемого им предприятия, перевел на указанный расчетный счет денежные средства в размере 200 тысяч рублей. В последующем водитель обналичил деньги и передал их первому заместителю главы района, который использовал их на свои нужды. В Нерюнгри 22-летний мужчина выпал из окна 5-го этажа дома по улице Кравченко. Скорая медицинская помощь прибыла по вызову через 5 минут. Пострадавшему медики оказали помощь на месте, затем доставили его в реанимационное отделение Центральной районной больницы. Врачами проведены множественные оперативные вмешательства, но, к сожалению, мужчина скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью, не приходя в сознание. Ведется расследование происшедшего. ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность группы россиян, собиравших средства для запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство». На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших через интернет финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций «Имарат Кавказа» и «Исламское государство». Под видом благотворительности ими было собрано более 6 миллионов рублей. Деньги переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике. Для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. В результате там задержаны 2 человека. В Следственном комитете отметили, что организаторами сбора средств для террористов были брат и сестра из Кабардино-Балкарии. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.